Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В Туркменистане в последние 2 недели владельцев автомобилей, чьи номерные знаки начинаются с букв AK, заставляют менять номера. Номерные знаки с такой серией будут выдаваться только автовладельцам, проживающим в новом городе Аркадак. Сообщения о том, что водителей заставляют менять номера, поступили в редакцию Turkmen News сразу от нескольких источников в Ашхабаде. Некоторых водителей остановили на дороге и заставили снять номера. К другим пришли домой их участковые и попросили съездить в местное управление дорожной полиции и сдать номера там. Еще один источник сообщил, что утром не обнаружил номеров на своей машине. Цитата: «На работу пришлось поехать на такси. Полдня думал, кто же мог снять номера и зачем». А потом коллега сказал, что это сделали сами полицейские. Конец цитаты. В дорожной полиции впоследствии выяснилось, что номера, начинающиеся на AK, отныне могут иметь только жители нового города Аркадага. Человеку выдали новые номера, на перерегистрацию ушло несколько дней. В Туркменистане автомобильные номера начинаются с 2 букв, затем идут 4 цифры и заканчиваются еще 2 буквами. Именно последние 2 и определяют региональную принадлежность автомобиля. Например, буквы B, N означают, что машина зарегистрирована в Балканском вилаяте, а LB в Лебабском и так далее. Ашхабад, имея статус города с правами вилаята, имеет и номерные знаки с собственным окончанием AG. У города Аркадак особый правовой статус – город государственного значения. Сообщается, что номера, начинающиеся на AK, но заканчивающиеся на DZ, Дашагузский вилаят или МР, Марийский вилаят, тоже заставляют менять. Зачем? Непонятно. В Туркменистане, особенно в Ашхабаде, действует много ограничений по внешнему виду автомобилей. На дорогах столицы допустимы только машины белого или серебристого или золотистого цветов. Водителей заставляют перекрашивать все черные элементы, например, радиаторные решетки, подфарники, номерные рамки и брызговики. В противном случае такие автомобили не могут пройти технический осмотр. В марте этого года источники сообщали, что в Ашхабаде перестали проводить техосмотр машин старше 10 лет. Подобные автомобили теперь можно эксплуатировать только за пределами столицы. Это решение вызвало недоумение у автовладельцев, особенно у тех, чьи машины имеют маленький пробег, до 100 тысяч километров. Люди стали массово продавать машины в вилаяты, это на какой-то период значительно снизило цены. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.